Медиа принято считать четвертой властью в государстве, но чтобы власть имела влияние, нужно, чтобы ею пользовались. Радио, газеты, телевидение и интернет. Каждый день, каждый час и каждую минуту они предлагают свежую информацию. Какой информацией, каким источником пользуется молодежь и какой источник является самым популярным? Именно на этот вопрос мы решили найти сегодня ответ. Все ведет к тому, что бесконечные просторы интернета ловят в свои сети все большее количество людей, а его востребованность становится все более явной. Только проблемы с безграмотностью, предвзятостью и иногда с недостоверностью интернет-источников мешают интернету стать главенствующим источником информации во всем мире. Но все-таки большинство молодежи предпочитает именно мировую паутину. Как часто вы просматриваете новости в сети интернет? Довольно-таки часто. Я захожу на разные блоги, также читаю твиты знаменитых людей. И на главной у меня стоит, новости. Довольно-таки часто, чаще, чем в телевизоре, по телевизору или слышу по радио. Потому что в интернете можно найти более точную информацию, более интересную иногда. Сколько раз за всю свою жизнь вы читали газету? Много, не знаю. Часто вы этим занимаетесь? Нет, не очень. Больше через интернет. Газеты не так часто, но чаще журналы с какими-то зарубежными новостями, новостями своего города, но в основном это были не газеты. На первом месте, конечно, интернет, потому что по объему информации за минуту я могу там узнать больше, чем за репортажи, в течение тех репортажей, которые слушаю или смотрю по телевизору. Судя по настроению среди молодежи, телевидение прочно занимает второе место среди источников информации. Но по мнению многих школьников, оно не может соперничать с интернетом, так как большинство телевизионных выпусков можно посмотреть там же. Скорость обновлений во всемирной сети в разы больше, не приходится ждать определенного времени, чтобы узнать события. Телевизионные выпуски предлагают обзор новостей с отредактированными комментариями корреспондентов. В интернете же мнение реальных людей, в большом количестве, мало какими рамками ограниченное. Радио и печатные издания имеют второстепенное значение среди источников информации. Именно такое мнение бытует среди молодежи. Печатные издания пользуются популярностью лишь среди пожилых людей, а радио чаще слушают в автомобиле, что уже снижает его важность как источника информации. Как вы считаете, насколько популярным станет интернет через 15 лет? Через 15 лет эта огромная мировая сеть разрастется, и мне кажется, что она будет основной. Люди не будут смотреть телевизор, не будут читать книги. Но я считаю, через 15-20 лет интернет больше будет денег пытаться получить с людей. Потому что уже сейчас идут борьба с пиратством и прочие компании. И люди станут больше платить деньги за то, чтобы пользоваться интернетом. А услуги, я считаю, особо не изменятся, потому что и так уже почти все отрасли задействованы в интернете. Я не думаю, что она особо изменится, так как все равно будут люди, которые считают, что лучше получать информацию из других источников, таких как книги или журналы. Он будет самым главным в нашей жизни. Почему вы так думаете? Потому что сейчас с каждым днем все больше и больше людей пользуются интернетом, и интернет заменяет книги, газеты, и сами понимаете. Не берусь смотреть так далеко в будущее. Надеюсь, что все формы, которые сейчас существуют, подачи информации, они останутся. Хотя, может быть, скорость передачи будет благодаря мобильному интернету еще быстрее, еще более качественной. По мере увеличения интереса потребителей к интернету становится предельно ясно, что ситуация необратима. Печатные источники телевидения и радио не сумеют вернуть свое былое значение для мира. Телевидение, появившись точно так же, вытеснило радио и печать в свое время. То же происходит и на наших глазах сейчас с интернетом. Даже при идеальных, невероятно интересных и легко доступных радио и телепередачах интернет все равно будет впереди. Обновление информации было, есть и будет происходить в разы быстрее, она будет присутствовать в большем количестве. Поскольку всемирная паутина способна вместить в себя все средства массовой информации разом, интернет есть и будет лидировать достаточно долгое время, пока что-либо новое не вытеснит и его. Сегодня всем ясно, что интернет является источником информации номер один. Единственная проблема этой самой информации – ее качество. Не каждый человек способен отличить качественную информацию от некачественной. Но молодежь все-таки уверена, что за свободными ресурсами будущее. Анна Лобанова, Влад Шутов, Эдгар Латушкевич. Специально для проекта «Другими глазами».